известный на всю Финляндию вагончик. Рядом поначалу застывают удивленные туристы, но потом и их затягивают в сауну. Очень хорошо. Это интересное приключение для японца. Что для японца приключение, то для финна обычное дело. Еще пару лет назад в этот вагончик бегали греться чиновники местной мэрии. В этот раз сауна переехала на Сенатскую площадь. Тут на одной каменной скамейке остывают и туристы, и измотанные за день сотрудники офисов, что по соседству. Мы пришли сюда ради сауны. Это прекрасно после рабочего дня. Сауна так расслабляет, создает ощущение полной свободы, спокойствия. После каких-то неприятностей нет ничего лучше сходить в сауну. Париться по поводу и без Финляндия уже сотни веков. В стране с населением чуть больше 5 миллионов человек, финских бань около 3 миллионов. В домах, что постарше, сауна одна на весь дом, парится по графику. Зато почти во всех новостройках в каждой квартире своя парилка. И вагончик посреди Хельсинки – это еще не самая необычная сауна. Вот баня полностью изо льда. Попробуй, успей, пока не растаяла. А на колесе обозрения предлагают попотеть с видом на город. Или вот еще, соскакиваешь с лыж и прямиком в сауну-гондолу. Жаль, что сквозь запотевшие окна Лапландии толком не видно. Страшные любители хоккея финны парятся даже на стадионах. И тут лишь один минус. В такой сауне дров не подкинешь. Она электрическая. Настоящую финскую баню электричеством не греют, топят только дровами, желательно березой. Чтобы протопить такую каменку, нужно почти 1,5 куба вот таких метровых поленьев и 4 часа непрерывной топки. Температура внутри почти 600 градусов. Эту гигантскую 10-тонную печь впервые растопили еще в 1928. С тех пор в старейшей общественной парной Хельсинки почти ничего не изменилось. Этим скамейкам уже 90 лет. Конечно, углы немножко повредились, но мы бережем их и не собираемся менять. Бережно хранят каждую царапину в этой сауне уже 35 лет. Несколько поколений семьи Ристо Холопайнина. Когда-то его отец был управляющим, а мама банщицей. Теперь огонь в каменке Ристо поддерживает со своей женой Мерьей. Утром топят, вечером парят. И так почти без выходных. Представьте себе, мы целый день бок о бок работаем вместе. Конечно, мы ругаемся, бывает разногласия, но после работы, когда мы идем вместе в парную, мы спокойно разговариваем о рабочих днях, о наших проблемах и всегда достигаем единого мнения. Сауна мирит. Все разговоры на банной полке по старой финской традиции о чем угодно, только не о политике. Хотя за лучшим паром в городе в эту сауну приходят не только жители окрестных домов. Среди дымящихся спин под окнами обычной многоэтажки встречаются и министры, и депутаты. Здесь все равны. Главное, тот, кто сидит у трубы на полке, именно он решает, подбросить воды на каменку или нет. А в остальном мы все равны. В расписании у большинства финнов 10-15 минут пара в неделю. Минимум. Лучше, конечно, каждый день, так больше пользы. Известная финская поговорка: если и сауна не помогла, значит уже ничего не поможет. И совсем не важно, зима на дворе или лето. Как говорят финны, хороший пар всегда к месту. Алена Германова, Сергей Шилов, Георгий Ильин и Яна Хигай. Первый канал. Финляндия. Хельсинки. Баня под Новый год – это уже почти такой же символ праздника, как елка и мандарины. И те, кто сам идет париться, и те, кого держат дома хлопоты, включают иронию судьбы на первом. И сегодня наш канал, конечно, не отступит от традиции. Приключения Жени Лукашина начнутся ровно в 19:50. До этого в программе тоже много интересного. Любимая комедия, операции «И», «Бриллиантовая рука», «Джентльмены удачи». Ну а за час до бой курантов «Новогодняя ночь» на первом. Самые известные артисты в необычном антураже, искрометные шутки, зажигательные песни и танцы, старые любимые всеми мелодии и хиты уходящего года, словом, все жанры, кроме скучного. На этом наш выпуск завершен. Я поздравляю вас с наступающим праздником, а прямо сейчас продолжение фильма «Девчата».